У нас открывается вся непродовольственная торговля. Опять же, еще раз хочу подчеркнуть, социальное дистанцирование сохраняется. Эпидобстановка позволяет смягчить режим, но расслабляться рано. В Ингушетии вступил в силу третий этап снятия ограничений в условиях пандемии. Мы производим трубу от 16 диаметра до 630 диаметра. Сделано в Ингушетии. Как построена работа на заводе по изготовлению полимерных труб в Карабулаке и отразилась ли пандемия на производстве? Новый водопровод провели по улице Батумская 400 метров. Далее мы поменяли по новой Чапаева 500 метров. Временные неудобства стоят результата. Новые водопроводные трубы прокладывают сразу на нескольких улицах в Троицком. Ребята все дошли в места службы. Никаких нареканий со стороны командования пока, я думаю, в дальнейшем, как вот осенний призыв отправляли, не будет. 200 ингушских призывников пополнили ряды вооруженных сил России. В военном комиссариате подвели итоги весеннего призыва. Тут самые близкие друзья организовали этот турнир. От себя лично я хотел бы поблагодарить этих ребят. Игра в честь игрока. Турнир по футболу памяти Бекхана Хамкоева прошел в Нестеровском. В борьбе за кубок сошлись несколько команд. На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. С сегодняшнего дня в Ингушетии вступил в силу третий этап снятия ограничительных мер в условиях пандемии. Соответствующий указ подписал глава республики Махмуд Али Калиматов. Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, эпидобстановка сейчас позволяет смягчить режим. Но некоторые ограничения все же остаются. Какие обязательные условия все еще необходимо соблюдать, расскажет Светлана Томова. Ингушетия перешла в третий этап снятия ограничительных мер и выхода из режима самоизоляции. Соответствующий указ подписал глава региона Махмуд Али Калиматов. Так, в своем распоряжении руководитель республики отметил необходимость соблюдения масочного режима во всех местах массового скопления людей. А гражданам в возрасте 65 лет и старше, имеющим хронические заболевания и сахарный диабет, рекомендуется находиться в режиме самоизоляции. Несмотря на снятие ограничений, все-таки сохраняется эпид-угроза, напоминает в Роспотребнадзоре. Потому расслабляться даже на третьем этапе ни в коем случае нельзя. Ведомством приняты определенные правила и рекомендации, которые обязательно нужно соблюдать на всех этапах снятия ограничений. Это ношение масок и соблюдение социального дистанцирования. У нас открывается вся непродовольственная торговля. Опять же, еще раз хочу подчеркнуть, социальное дистанцирование сохраняется. У нас открываются культурно-развлекательные учреждения, например, вот площадки для детей уличные, какие-то развлекательные, павильоны, аттракционы. У нас открываются музеи, библиотеки, образовательные учреждения, тоже без ограничений каких-либо. То есть вот сегодня у нас 10 августа, сейчас идет подготовка к новому учебному году. Естественно, с 1 сентября дети должны пойти в школу, у нас откроются садики, и все эти объекты должны начать работать, при том условии, что вот у нас сохранится все-таки вот этот вот уровень, более или менее стабильный уровень вот этой заболеваемости, и мы предпримем меры к тому, чтобы вот к этому сроку, к 1 сентября, этот уровень заболеваемости еще снизить. В регионе проведено более 50 тысяч скрининговых исследований на коронавирус. По их результатам почти 4 тысячи впервые установленных диагнозов COVID-19. Выздоровело около 3300 человек. Дело в том, что у нас вот были времена, это худшие времена, самые тяжелые времена были месяцы, это март-апрель, когда количество выявленных заболевших достигало в сутки 40 человек, 50 человек. Сейчас у нас такое идет волнообразное снижение, временами чуть-чуть повышается, но в целом цифры держатся на уровне 15-20 заболевших, и 20 это как бы пиковая цифра. Бывает, что вот частные лаборатории нам подкидывают результат, у них же не сразу результаты приходят, бывает суммарный эффект, иногда вот до 30 доходит.
цифры. Вот люди следят, наверное, думают, почему вот такие колебания бывают. Это вот из-за того, что вот бывает часто наблюдается вот такой суммирующий эффект. Представители Роспотребнадзора еще раз напоминают, коронавирусная инфекция все еще среди нас, и ПИД-процесс идет, но по показателям на спад. Жителям региона необходимо сохранять настороженность и не игнорировать рекомендации Роспотребнадзора. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Ну а теперь статистика. Коронавирус выявлен за сутки еще у более 5000 россиян. Таковы данные Оперштаба. По официальным данным, в стране число больных перевалило за 892 тысячи. Более 696,5 тысяч выздоровели, умерли 15 тысяч. В Ингушетии за минувшие сутки зафиксировано еще 16 случаев с COVID-19. По данным Оперштаба, в регионе коронавирус выявлен у 3885 человек. Победили болезнь 3278. В тяжелом состоянии 16 пациентов, двое из них на ИВЛ. Сделано в Ингушетии. Под таким брендом на региональный и всероссийский рынок поступает продукция Карабулакского завода полимерных труб. С использованием современного оборудования над их изготовлением трудится порядка 80 специалистов. Завод построен по линии федеральной программы социально-экономического развития Ингушетии. Сказалась ли на производстве пандемия, узнала Хава Гагиева. Осторожно и не спеша запускает станок Ахмед Паланкоев. Он трудится здесь с момента открытия завода. За ответственное отношение к своей работе его очень скоро назначили бригадиром. Сейчас он делится опытом и знаниями сам с новыми сотрудниками, а начиналось все совсем иначе. Когда я здесь пришел на работу, я абсолютно ничего не умел делать. Меня здесь обучали, приходили сюда с Казани люди. И они нас обучали. Что самое интересное на протяжении рабочего дня? Самое интересное – это наблюдать за линиями, смотреть, как идет труба. К слову, линией называется вот это оборудование – высокотехнологическое устройство немецкого стандарта. А построен завод по федеральной целевой программе социально-экономического развития Ингушетии и частного инвестора компании «Техстрой». Они занимаются реализацией продукции не только у нас в регионе, но и за пределами. Мы производим трубу от 16 диаметра до 630 диаметра. Сырье мы закупаем в Казани, завод «Казань Оргсинтез». Это максимальное качество полиэтилена, именно трубного полиэтилена. С первых дней мы сотрудничаем только с этим заводом. Планы на будущее – это развиваться дальше в регионы, уходить. Хотя мы и так уже по наше местонахождение – это СКФО, ЮФО. Ну и дальние точки тоже мы отправляли. И в Новосибирск отправляли, и в Калининград трубу отправляли. Изготовление полимерных труб – процесс долгий и кропотливый. После тщательной сушки полиэтилен по трубопроводу поступает на линию. К слову, весь изготовительный процесс облегчен благодаря современному оборудованию. Параметры задаются бригадиром, дальше уже дело техники. Здесь в компьютере мы настраиваем полностью, задаем нужную стенку и нужную нам скорость, полностью здесь регулируем. Это уже автоматически, как настраиваем, и автоматически идет процесс работы. Потом уже процесс работы наблюдаем и налаживаем. Как выходит здесь труба, это вакуумная ванна. Сейчас на заводе трудится порядка 80 человек, наладчики, бригадиры, крановщики, которые проходили обучение и курсы повышения квалификации. К слову, даже группа лучших специалистов не может гарантировать производительность, если окружающие факторы не благовлияют. Практически не работали, очень мало проработали, так как карантин сказался и на том заводе, где мы сырье закупаем. Это сказалось на самих строителях, поэтому и заказов не было. Но мы продержались, держимся, потихоньку сейчас пытаемся наработать обороты, опять входим в колею. Завод полимерных труб – одно из крупных предприятий в регионе. 50 лет гарантий – вот задача, которую ставят и оправдывают здесь. Полимеры стали применять в промышленных масштабах в конце прошлого века. От чугуна их отличает несколько очень важных параметров. Это эластичность, долговечность и легкость. Ну а этот завод действительно можно назвать образцовым. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.
Молодые и амбициозные, полные идей и проектов. Машук-2020 сегодня начал работу в онлайн-формате. Защищают проекты участники через видеосвязь. Ингушетию на форуме представляют около сотни активистов, 30 из них новички. Форум пройдет в 3 смены: глобальные вызовы, национальный код и мастерская сообществ. В рамках первой смены нашим ребятам предстоит защитить порядка 40 проектов. Большинство из них касаются таких направлений, как спорт, туризм, ЗОЖ. Максимальная сумма гранта в этом году около 300 тысяч рублей. Продлится Машук до 26 августа. Новые водопроводные трубы прокладывают сразу на нескольких улицах в Троицком. Таким переменам рады все без исключения. Вот только работы сопровождаются и временными неудобствами. Жители столкнулись с дефицитом воды. На месте побывала Тамара Хашигульгова. Жизнь без воды. Жители улицы Набережной с этой проблемой столкнулись несколько дней назад. Виной тому порывы на линии, которые, к слову, уже начали устранять. Рабочие прорыли траншею, проложили около 300 метров новых пластиковых труб. Мы уже решили этот вопрос с главой сельских поселений и с местными жителями. Обвели его, этот участок, на новый трубопровод. И вчера мы буквально могли бы это завершить. И вот мы закрыли воду, и кто-то полез обратно, открыл воду, и с этим у нас серьезная проблема была. 250 метров пластиковой трубы мы прокладывали, заменили уже железные трубы. И сейчас вода будет лучше поступать. Дело осталось за малым – подвести все коммуникации и засыпать траншеи обратно. Алихан Хамчеев, слесарь, на этом поприще трудится около 4 лет. Обещает, что вода будет уже совсем скоро. Главное – набраться терпения. Все гнилое, трубы гнилые. Как говорится, приходится вот в таких ямах работать. Из-за ремонтных работ на улице Набережной без воды остались и на соседней Ставропольской. Жалобы в нашу редакцию не заставили себя долго ждать. Местные жители посетовали, что горячая линия Ингуш-регион-водоканала всегда занята. Телефон сейчас жалобу жеряхаз на хайт все телефон латиечи водоканал латиечи. Мала жалобы. Вообще Ставропольский улицы Троицкий. Ну а причина отсутствия воды не новая. Старые трубы мощности не выдерживают, вот и лопаются. Исаак Биев в Троицком живет уже 25 лет. Признается, что проблем с водой практически не бывает. И в этот раз без нее на несколько дней остались только жители 4 улиц. Вы сами видели, как идет. Ну, летнее время это как? Летнее время в огородах, где все открывают воду, шланги, где насос не выдерживает. Да, давление. И то давление есть. Нормально, алхамдулилля, все у нас хорошо, пока вода идет. Такого не было, что воды нету. Но были, да, когда вот аварию закрывали, там 2-3 часа, 4 часа. Вот сегодня у нас вода есть, но ту улицу нету. Почему? Потому что там уже идут ремонты. Решать проблему с ветхими трубами и старыми насосами в Троицком начали несколько месяцев назад. Новые водопроводные линии с началом этого года появились сразу на нескольких улицах. Мы закончили новый водопровод, провели по улице Батумская 400 метров. Далее мы поменяли по новой Чапаева 500 метров. Общей сложности в этом году где-то 4 километра трубы будут меняться. Центральная насосная у нас. Здесь стоял насос, подъем было 120, а сейчас мы поставили 160 подъем. И мощность побольше поставили. 8,40 на 160. Сейчас у нас больше воды, и ветхие трубы даже в некоторых местах не выдерживают. А насос сам находится в этой насосной в глубине 120 метров. Временные трудности придется потерпеть. Организовать подвоз воды для местных властей пока не представляется возможным. Водовоз вышел из строя, поэтому придется запасаться водой заранее или у соседей, у которых проблем с живительной влагой нет. К слову, следующая на очереди у водоканальщиков улица Запрудная. Ветхие водопроводные сети начнут менять уже совсем скоро. Тамара Хашигульгова, Асхат Белакиев, Новости 24. Для медработников, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом, установили особый порядок пенсионного стажа. Такое решение принято правительством страны. Для таких работников медучреждений 1 день помощи больным в стаж будет засчитываться как 2 рабочих. Решение принято по поручению президента. Соответствующее постановление уже подписано. Норма будет действовать с января по сентябрь этого года.
200 ингушских призывников пополнили ряды вооруженных сил России. В военном комиссариате региона подвели итоги весенней призывной кампании. Во всех комиссариатах провели мероприятия по дезинфекции. Призывников обеспечили масками и перчатками. Ребята прошли экспресс-тест. А хорошая физическая форма наших парней позволила им попасть в лучшие воинские части. Подробнее об этом расскажет Идрис Ижиев. В целом, результатами минувшей призывной кампании в военкомате довольны. Летом ряды вооруженных сил России пополнило около 200 призывников из нашей республики. Главной проблемой стала пандемия коронавируса. К стандартным процедурам медицинской комиссии добавились новые правила безопасности. Отправка производилась строго после прохождения экспресс-тестов. В итоге, несмотря на перенос первых отправок, Ингушетия отправила возложенный на республику наряд в полном объеме. Все указания, это и палатки, и до того, как прибыть сюда, молодое пополнение сюда приходило, они прошли отбор прошли в военных комиссариатах, муниципальных образованиях. Там также у них брались и тесты, это уже оказывало помощь Министерства здравоохранения Республики Ингушетия. Значит, ни одного человека не отправили в войска, значит, с положительными тестами. Также военный комиссар отметил хорошую подготовку наших парней к службе, что позволило отправить ребят в лучшие части страны. Ребята все дошли в места службы, никаких нареканий со стороны командования пока, я думаю, в дальнейшем, как вот осенний призыв отправляли, не будет. Это все держим на контроле. У нас тесные взаимоотношения с командованием воинских частей. Особенно важная тема перед осенью – поступление ингушских ребят в военные вузы страны. По предварительным данным, из 147 поданных заявлений поступило всего 59. Как отметил военный комиссар, причина такого показателя – низкие баллы по единому государственному экзамену и плохая физическая готовность поступающих. Внимание родителей, чтобы уже буквально с 1 сентября начали проводить отбор ребят, потому что опять же столкнулись ребята, где надо сдавать и плавание, значит, раз, физподготовка будет так, не на должном уровне. Именно проблемы возникли в кроссе. То есть вот эта выносливость, я считаю, тоже надо будет обратить внимание и ребятам, и родителям о том, чтобы уже к этому времени, то есть на следующий год, они были готовы. В этом году по плану призыва ряды вооруженных сил страны пополнят еще более 200 призывников из нашей республики, которые будут проходить службу в различных регионах страны в войсках Национальной гвардии, сухопутных и железнодорожных, а также военно-воздушных силах России. Отбор будет строгий, осенний призыв стартует уже 1 октября. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Иностранные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы теперь будут допускать к госзакупкам без ограничений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это позволит более эффективно лечить тяжелые патологии, особенно когда пациентам нужна стабильная терапия и в случаях быстро прогрессирующих или редких заболеваниях у детей. Речь идет о препаратах из списка жизненно необходимых. Иностранные медикаменты, включенные в список важнейших лекарств, не участвуют в аукционах, если их аналоги могут предложить хотя бы 2 производителя из стран ЕАЭС. Пасека, которая может считаться одним из достояний республики и входит в туристический маршрут. Исраил Хасиев создал для своих крылатых подопечных все условия, и они не остались в долгу. Мед пчелки делают самый вкусный. Таковым его признали на агропромышленной выставке «Золотая осень» и международном форуме пчеловодов. Но и без ложки дегтя не обходится. Тамара Хашагульгова подробнее. Это небольшая поляна посреди леса, как маленький заводик, только вместо людей здесь работают пчелы. Хотя фактически они на заслуженном отдыхе. Сезон медосбора закончился накануне. Сейчас все силы полосатых тружениц брошены на подготовку к зиме и к новому сезону. Следить за всем процессом Исраил Хасиев, потомственный пчеловод. Любовь к пчелам ему перешла от отца. تارجر بيتي صغير تشتر ثاني بوه بش هذا اليوم دو اشتخيق ولابول دو مارت بيت مارت أبول بليه تاق أبريل ماي إيون إيول بيت موت دوك
На этой стационарной пасеке Исраила более 100 пчелосемей. И это если не брать в расчет кочевую. В основном они делают разнотравный мед из пыльцы орешника, ландыша, акации, дикой груши и липы. Этой работой занимаются пчелы породы карника, но встречаются и привычные для нашей среды кавказянка. Бог бядянет держи, ухшер хад бебуа бог бядянет. Те ахар цвей даху дахаш бо болху ахан хад мол лаялиши. Ер моц хагулцу держ цахм сайцади ерш. Хад мози казиглу хаирш. Хад мол даянне ورتوز يا لازر ده ورتوز هذا هلا ترخيني كليشة نجح قدولش ده لازرش ده ليه قدولش لازرش ده باسكي كارنتين наложить я хад паргат лечить де ищи. Исраил возглавляет ассоциацию пчеловодов региона. Начинающим и практикующим пытается помочь и словом, и делом. Поэтому они здесь нередкие гости. К тому же через его пасеку пролегает еще и туристический маршрут. Впрочем, мужчине есть чем удивить и туристов, и пасечников. Все привыкли к тому, что современная пасека – это квадратные деревянные ящики, плотно заложенные рамками для сбора меда, говорит Исраил. Но это сравнительно недавнее изобретение. Более естественным домом для пчел являются все же колоды, так называемые борти, которые размещаются на земле под уклоном. Или, как в этом случае, на деревьях. Качество продукции с ингушских пасек успели оценить и на международном форуме пчеловодов. К примеру, мед с пасеки Исраила признали самым лучшим. Секрет успеха прост: экологически чистая местность, целебные и медоносные культуры и упорный труд. Качественный мед хамштак. Здесь хош бы. За 19 год цувен хахок. Золотой осень выставка в Москве адха за качество меда ко золото ден в 19 году ко золотая медаль ени. Да международный форум пчеловодов адха первый метрик за качество меда и второй метрик за самый вкусный мед ени. Так второй метрик цахне бузуштано ени за качество меда. Но в этом деле не все так просто, говорит Исраил. Развивать пчеловодство нашей республике мешает ряд проблем. К примеру, многие нерадивые продавцы любят выдавать привозной мед за ингушский. И решить эту проблему смогла бы специализированная лаборатория. Мод банк для анализа метригят. Вымерк. Так, молла волш сагу хаде воронеж заводу дер китайцы дер молла долж до мод вымерк дохкужды алгай мод дяш. Тиша бодыш ижнах бутхоны дагер. Башта мутвалла. Цан контролеш халчы лаборатория есть. Мод ход долж мачард фуд малт. Адач мелвахаш тикят дохкуж лат мод. Большая пчела-семья, большие пчелопроблемы. Чтобы мед был сладкий, нужны хорошие сборы. А с этим в Ингушетии, как ни странно, не все так просто. Медоносных культур катастрофически мало. Озеленение страны яшта программе Российской Федерации. Озеленение тоны нокры лилдыч наха. Моцхуд долж нокрыш хаби болху болжи медонос гадаю ян хатыр оттядыр оцар ю диан это баже ю дюа 30 гектар 20 гектар кодуко бох бебу ян метги жит кадак ох пчеловодыш ох ю агянж да шарышар ардулж гурах басти цазер ери гектар ери. Исраил надеется, что пчеловодство в Ингушетии получит новый виток в развитии, а все проблемы в скором времени разрешатся. Тамара Хшагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. С 1 сентября под руководством Минпросвещения в России начнется масштабный эксперимент по дистанционному обучению для учащихся в отдаленных местах. Как сообщает глава Ростелекома, предполагается создать специальную электронную почту для детей, чат, мессенджер, современный электронный контент. Он также отметил, что в настоящее время уже успешно работает подобная платформа, созданная для здравоохранения. К ней подключены более 3000 медучреждений и более 200 тысяч врачей. Правительство России одобрило выделение из резервного фонда в текущем году субсидий на погашение части долга по ипотеке многодетным семьям. Данное решение позволит поддержать не менее 26 тысяч семей. На эти цели будет выделено свыше 11 миллиардов рублей. Таким образом, большинство многодетных семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки, так как это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми.
Игра в честь игрока. Турнир по футболу памяти Бекхана Хамхоева прошел в Нестеровском. Яндари против ветеранов. Фортанга атакует Боруссию. Несколько команд сошлись в борьбе за кубок. Точные пасы, удары в створ ворот, контратаки. Игроки показали зрелищные матчи, приведя в восторг болельщиков. Кто же стал обладателем заветного кубка, знает Идрис Ижиев. Борьба за мяч без права на ошибку. В этот раз матчи идут на выбывание, поэтому каждая игра для кого-то может стать последней. Команды Яндари и ветераны не раз встречались на поле. Игроки уже знают все сильные и слабые стороны друг друга, поэтому матч проходит осторожно. Несмотря на опасные моменты с одной и другой стороны, вперед выбиваются футболисты в синем, реализовав контратаку. Этого оказалось достаточно, чтобы пройти в следующий этап, а ветераны, несмотря на яркую игру, выбывают. Кубок организовали в честь Бекхана Хамхоева. Молодой футболист был знаком, пожалуй, каждому игроку Ингушетии. К сожалению, коварный вирус не щадит ни пожилых, ни молодых. После продолжительной борьбы Бекхана не стало. Его тут самые близкие друзья организовали этот турнир. От тебя лично я хотел бы поблагодарить этих ребят. Бекхана я знал давно. Очень добродушный, воспитанный парень был. И в футбольном плане, и в человеческом плане. Этого парня, конечно, будет не хватать всем нам. После перерыва на поле выходят команды Боруссия и Фортанга. С первых минут команды идут вперед, игнорируя осторожность с целью забить первыми, а дальше защищать счет. Реализовать план получилось у Боруссии, уложив аккуратно в нижний угол бильярдный мяч. Несмотря на моросящий дождь, болельщики также не усидели дома. Хороший футбол буквально притягивает людей, а наблюдать вживую за игрой гораздо интересней. Оз команды Яндари команды, оз Слепцовской команды, оз Тройскери, оз Назранери, оз Майскери, оз команды оз. Как водится в футболе, победа достается сильнейшим. В этот раз мастеровитее остальных оказалась команда Яндари. Обыграв всех соперников и достаточно ровно пройдя все стадии, команда в синем стала обладателем кубка имени Бекхана Хамхоева. Идрис Ижиев, Хамзат Халухоев, Новости 24. А в Малгобеке прошел любительский турнир по мини-футболу. За звание «Лучшие» боролись 14 команд. Серию матчей приурочили ко дню физкультурника. О ходе игры расскажет наш корреспондент. Статус лучших в республике сегодня оспаривают 14 команд. Эти ребята уже давно знают друг друга. Футбол в Ингушетии проходит круглогодично. Первыми сегодня играют коллективы из Кантышева и Троицкая. Матч обещает быть жарким, ведь они главные фавориты кубка. По регламенту в каждой команде по 8 человек. Поле также уменьшено практически до мини-футбольного. Благодаря этому ребята показывают именно футбольное мастерство. Верховую борьбу и скоростные атаки команды заменяют контролем, мелким пасом и, конечно же, доминированием на каждом участке поля. В пылу борьбы время летит незаметно. Казалось бы, свисток был дан совсем недавно, а игра уже подходит к концу. С минимальным счетом Арсенал Кантышева обыграл своего оппонента. Впереди у Арсенала еще матчи. Несмотря на жесткую и бескомпромиссную борьбу в матче, для игроков самым сложным фактором является все же погода. Играть сегодня достаточно тяжело, потому что температура, по-моему, уже 35 и искусственный газон. Это сказывается на нашей игре. Был бы нормальный газон, ну не нормальный, а натуральный. Играть бы еще лучше. Следующая, не менее интересная пара – Леон Базоркино. Парни в этих командах довольно рослые и физически сильные, поэтому матч ожидается жарким. Судья в таких встречах должен быть особенно внимательным, ведь из-за размера поля борьба за мяч происходит в несколько раз чаще. Игры очень равные, команды все равные. Вот, ребята очень хорошо стараются. Конечно, есть спорные моменты, как судье тяжело бывает иногда принять в какую-то команду пользу момент, но все равно надо как-то разбираться с этим. Обменявшись голами в первом тайме, во втором команды немного снизили темп. По-другому никак, ведь в случае прохода следующая игра стартует через 5 минут. Завершившись в ничью, по правилам кубка предстоит серия пенальти. А здесь уже нет лучших или худших. Как принято в футболе, удар с точки – это лотерея.
Лион вышел в полуфинал, где ему предстоит бороться с не менее сильными соперниками. Организаторы сделали все, чтобы желанные награды и титулы достались командам только в упорной борьбе. Могу сказать, что команды у нас неплохие получились. Так же, как и ожидалось, есть приезжие команды, есть местные команды. Игры продвигаются, почти дошли до полуфинала. Всем удачи, как говорится. Победители получат медали и грамоты, но самое главное – титул сильнейшей любительской команды республики. Идрис Ижиев, Магомед Даскиев, Новости 24. День открытых дверей прошел в многопрофильном колледже в Сунже. Абитуриентам и их родителям рассказали о приоритетных целях учебного заведения и организации учебного процесса. Для гостей также организовали фестиваль ремесленников. О возможностях и преимуществах СУЗа Хава Газикова. Сегодняшние школьники – завтрашние студенты. С удовольствием слушают рассказы о специальностях и получают подробную информацию о порядке поступления. Многие из этих ребят уже выбрали интересующую их профессию. Пятимат Арабханова, ученица 10 класса, одна из них. Смотреть, какие тут профессии есть, как тут объясняют, что тут есть. Поэтому просто пришла, чтобы посмотреть. А кем ты планируешь быть в будущем? Врачом. Определиться с профессией – дело вовсе не из легких. Выпускникам школ важно увидеть все достоинства, которые может предложить учебное заведение, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития. Практикующие специалисты в сфере информационных систем и программирования, правоохранительной деятельности, профилактической стоматологии, а также педагогики дошкольного образования. Организаторы мероприятия постарались сделать все, чтобы заинтересовать абитуриентов учебой в СУЗе. Перед абитуриентом сейчас стоит нелегкая задача – выбор будущей профессии. И цель этого мероприятия заключается в том, чтобы помочь им определиться с выбором профессии. Сегодня как раз вот тот момент, когда в жизни каждого молодого человека происходит такой определяющий выбор. То есть кем он будет в жизни, чем он будет заниматься. Поэтому сегодня, обращаясь к ним, я тоже выступил в своих словах, я им сказал, чтобы они максимально ответственно подошли к этому делу, чтобы в этом деле не было такой, можно сказать, формальности, да, либо безалаберности, чтобы человек четко понимал, чего он хочет в своей жизни. Специалисты подробно рассказывают не только об учебе в стенах колледжа, но и о возможностях и перспективах дальнейшего трудоустройства. Залина Дзейтова, к примеру, привлекая будущих студентов, делится положительными сторонами своей учительской деятельности. Чтобы они воспринимали то, что ты преподаешь. И вот это наблюдение постоянно, что нужно смотреть какие-то привычки ребенка, надо стараться найти к нему подход. Это воспитывает в учителе психолога. А Марета Мейриева признается, самое приятное в профессии врача – это благодарные пациенты. У нас дефицит хороших медсестер, дефицит хороших медиков в общем. Поэтому нашей республике необходима хорошая основа именно медработников. Выбор будущей профессии зачастую головная боль не только детей, но и взрослых. Райхан Тужахова приехала на день открытых дверей вместе с внуком. Признается, такой увлекательной экскурсии никак не ожидала. А чтобы мероприятие проходило в более непринужденном тоне, организаторы накрыли стол и устроили фестиваль совместно с Ассоциацией ремесленников Ингушетии. С нуля все сам учил. Особенность в том, что я черпал информацию буквально с интернета. То есть, к сожалению, у нас нет таких, скажем, таких мест, учебных заведений, где можно было обучиться ювелирному ремеслу, только вне республики. Такой день открытых дверей колледжа проводят впервые, но, как заявляет руководство учебного заведения, теперь это станет ежегодной традицией. Хава Газикова, Хамзат Халухоев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.